Как известно, у части пациентов новая коронавирусная инфекция протекает очень тяжело. Они могут находиться в реанимационном отделе несколько месяцев. Таким залежавшимся больным необходима реабилитация. На первом этапе дыхательная гимнастика лежа на спине, массаж каждые 2 часа. Затем упражнения для разработки голеностопного и тазобедренного суставов, чтобы пациент смог самостоятельно встать на ноги. Эти и другие упражнения помогают выполнить реанимационным больным врач-пульмонолог Тимур Мингисанов. Второй этап – это более утягощенная нагрузка. Тут в зависимости от соматических заболеваний, еще у кого артроз, у кого сердечная недостаточность, подбирается реабилитационный лист, и уже следуя реабилитационному прогнозу, больному назначается той или иной курс реабилитации. Большинство с артрозами тут пациенты, ввиду, видимо, местности такой. Поэтому, да, им даются упражнения на коленные, тазобедренные, голеностопные суставы. И если мы говорим сейчас о пациентах, которые у нас, в принципе, могут ходить даже уже в реанимации, да, то у нас есть пациенты, которые лежат на аппарате, и им тоже проводится реабилитация легочная. То есть постоянно вибромассаж, мы переворачиваем больных, и даем, усиливаем дренажную функцию легких, то есть мы даем специальные препараты через ингалятор, которые усиливают выведение мокроты. Это должно быть дозировано. Нельзя взять пациента, который лежал 10 дней, поставить на ноги и сказать ему иди. Это надо делать в течение 3, 4, 5 дней, кому больше приходится. Тимур Мингисанов в медицине больше 10 лет. Работал он заведующим терапевтическим отделением Люберецкой областной больницы, а также стационарным врачом инфекционного отделения по лечению COVID-19 этого медучреждения. В Абхазию он приехал по приглашению главврача Гудаутской ЦРБ Хаджарата Шамба в феврале текущего года. По словам Тимура, методы реабилитации реанимационных больных он применял еще в Москве. Однако российские пациенты отличаются от абхазских, говорит он. Сначала мне это было в диковинку, потому что сатурация у местных пациентов достаточно выше, чем у нас в Москве. То есть у нас сатурация 92, это считается нормой. Здесь 98, при этом человек тяжело болеет достаточно. Горный воздух, морской воздух, легкие более здоровые. В тяжелом состоянии у нас пациентов 5. И, понимаете, это реанимация. Тут переход от средней тяжести к тяжелым достаточно очень быстрый. Приехал доктор-реаниматолог со мной, Елена Салиева. Она работала в Коммунарке, имеет богатый опыт реанимации. И здесь она мне очень сильно помогла, потому что разгрузила меня в целом с работы, и у меня есть время для занятий своими идеями. Тимур Мингисанов подчеркнул, что готов поделиться своим клиническим опытом с каждым медиком, которого это заинтересует. Врачи Гудаутской ЦРБ уже сейчас осваивают 6 основных упражнений в работе по реабилитации пациентов с COVID-19. Уже написаны мной упражнения дыхательные, они тут у каждого есть, у врача, у медсестры. 6 упражнений, которые, в принципе, я применяю, я знаю, что они не навредят. И их не применяй, в принципе, будет эффект хороший. И я им всем раздал, они пользуются. Тут очень трепетно относятся к любому пациенту, и относятся как к своему родственнику. Это не всегда и не везде я встречал, работая в Москве, но здесь я встретил это повсеместно. Все устраивает, поэтому до сентября я здесь точно. Если меня позовут в Москву работать, на 3-ю волну, возможно, уеду. В предыдущий наш приезд в Гудаутский ковид-центр несколько недель назад в палатах было много пустых коек. Но сегодня, увы, здесь иная картина. Инфекционное отделение вновь заполняется. Так, в целом, по динамике поступления могу отметить, что за последние 3 дня поступлений было прям в достаточно большом количестве. С чем это связано, как вы думаете, что сейчас люди расслабились? Да. Почему? Потому что послабление как пошло, о чем я говорил ранее, да, такой коридорчик, когда пациентов тоже было мало. Видимо, все подумали, что у нас спад, и как-то начали опять собираться группами и тому подобные вещи. Как правило, в принципе, вы сами, в принципе, видите, да, то есть у нас отделение заполнено, ни о каком спаде пока что на данном этапе речи не может идти. Так что эти все меры предосторожности, о которых мы говорим, да, то, что не собираться там больше 3 людей в замкнутом пространстве, соблюдение дистанции, маски, этих всех дел, это все должно пока сохраняться. Когда Гудаутская центральная районная больница была перепрофилирована в ковид-госпиталь, Астан Габлия был волонтером, студентом одного из российских вузов. Узнав, что в нашей больнице не хватает рук, он предложил свою помощь и был принят на работу. И уже 8 месяцев врач-уролог в защитном комбинезоне участвует в обходе больных вместе с терапевтами. По словам Астана, на сегодняшний день вирус изменился.
Такое понятие, как цитокиновый шторм, да, это, оно, как правило, возникало в первые 14 суток заболевания, да, там, как правило, да. А сейчас мы наблюдаем вот эти все осложнения где-то на суток 15-х, 16-х, и поэтому пациентов немножко тоже передерживаем у себя. Почему мы делаем? Потому что как бы избежать вот этих вот всех осложнений. Таким образом, расслабляться ни в коем случае нельзя. Призыв врачей соблюдать меры предосторожности, беречь себя и близких остается актуальным и сегодня. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.